пожалуйста, расскажите нам о такой новом объекте для научного исследования, вот этой части челюсти, да, этого интересного животного, где его нашли, как нашли и вообще какие перспективные исследования ждут эту находку. Так, ну, это у нас часть нижней челюсти белухи, предположительно так определили по вообще размеру самой челюсти, по расположению зубов и по их стертости. В принципе, он предположительно сейчас определен как часть нижней челюсти белухи. Ну, в зарубежных странах называют еще белугой, у нас тоже в России иногда существует такое название. Ну, вообще белуха это из семейства нарваловых, китообразные, в общем, да. Это, его нашли в Среднеколымском районе в местности, по-моему, Суруктах. Это в речке маленькой, где там, в принципе, находят достаточно интересные материалы по позднему плейстоцену, кроме мамонтов и носорогов. Там еще у нас известны и олени благородные оттуда же, и хищники тоже там есть. Вот. Но что самое интересное по этой находке, то что, известно, что белухи в поисках добычи, за рыбой, да, в общем, могут заплывать в крупные реки. Обь, Енисей, Лена и так далее. И порой бывает даже на несколько сотен километров вглубь реки, вверх по течению, соответственно. И, возможно, то, что вот этот часть черепа белухи, часть нижней челюсти белухи, возможно, является плейстоценовым, то есть времен мамонтовой фауны. Он у нас появился недавно совсем, благодаря такому, можно сказать, энтузиасту, который с нами работает, заинтересованному человеку в науке. Он нам предоставляет такие материалы. Это Афанасий Шишигин. Вот. Он был найден в прошлом году. Много ходил по WhatsApp, его пытались продать и так далее. Но пока он в наших руках, сейчас мы будем его изучать. На данном этапе мы отобрали образцы для радиоуглеродного анализа, чтобы достоверно узнать, он времен позднего плейстоцена или все-таки современный, да, голоценовый. Но, учитывая по окрасу, он более-менее фосфорилизированный, поэтому думаем, что предположительный возраст, около, даже больше 20 тысяч лет, скорее всего. Предположительный возраст, конечно, может и не оправдаться, но будем надеяться, что так. И самое интересное, что белухи, как я уже говорил, заплывают в крупные реки, но не заплывают, конечно же, и по своим размерам, из-за своих размеров, маленькие речки. А вот этот экземпляр был найден именно... Сколько там километров-то уходит? Больше 100 километров от самой реки. То есть вверх по течению маленькой речки. Вот. И вот это интересно. Но как он там оказался, если это будет поздний плейстоцен, это там тоже подскажет некоторые, такие, скажем так, насколько вода была высокой. Возможно, там вода вообще была высокой в то время, и поэтому он туда заплыл. Но, с другой стороны, если подумать, что кто-то мог его туда протащить, то пока у нас нет никаких достоверных вариантов, потому что хищники так не делают в основном науке. Сейчас в мире известные хищники, например, тот же медведь или волк. Волки, допустим, они не смогли бы так далеко протащить от места находки. Например, если бы его нашли, как правило, на берегу реки большой, да, в данном случае это Колыма, то тащить его за сотни километров ни один хищник бы не стал. То есть, если медведь, знаем, что он закапывает, то это недалеко от места, где он обнаружил, а волки вообще так обычно не делают.
Причем челюсть достаточно крупная. Но пока на данный момент найдена только эта кость. Возможно, в будущем будут найдены и другие части вот этого вот животного. Вот. Ну, естественно, белухи обитали во времена мамонтов. Они дошли до наших времен, с тех времен до наших времен дошли в неизменном виде. То есть они какие были тогда, такие сейчас. Это, естественно же, обитатели циркумполярных регионов, то есть это арктический регион. И вот они обитают в основном вот в арктических морях. Вот, ну, на данный момент пока это, ну, крупная особь, достаточно взрослая. Вообще самцы у белух достигают практически 6 метров в длину. Ну, самки, естественно, немножко меньше. Вот. И судя по размерам вот этой челюсти, ну, скорее всего, около 4 и даже, может, больше метров. Но это предположительно пока. Мы его, так как недавно получили, не сравнивали ни с какими другими челюстями. Они вообще у нас здесь в Якутии есть, нет, мы пока не знаем даже. Вот. И только начали, вот приступили к изучению. И в ближайшее время, надеюсь, какие-то данные более точные уже будут. Вопрос первый. Это на каком расстоянии от побережья Ледовитого океана обнаружена челюсть, фрагмент челюсти? Так, ну, местность Суруктах вообще находится возле границы Нижнеколымского и Среднеколымского районов. То есть это, даже не знаю, ну, сотни километров. Это вот, ну, это достаточно далеко, но в принципе, если вода была большая и рыбы было много, он, в принципе, мог и проплыть такое же расстояние. В принципе, так как это млекопитающие, поэтому особо, как рыбы морские, не чувствовал, наверное, такого дискомфорта в пресной воде, мне кажется. Это чисто мое мнение. Ну, раз он там оказался, то проплыл, может, обратно не смог, не знаю, какие еще могут быть догадки. Ну, если вот... Да, какие еще могут быть, может быть, какие-то фантастические, на первый взгляд, версии, на ваш взгляд? Ну, даже не знаю, так как там до сих пор не найдены такие большие стоянки палеолитического человека. В принципе, ну, может, и человек дотащил, но с какой целью, опять-таки? Зачем ему вот такой материал тащить туда? Ну, возможно, он не только это тащил, если он тащил столь далекие края. Может, и другие кости там залегают. Но интересно то, что его нашли именно в том слое, где там находят шерстистых мамонтов. То есть животных мамонтовой фауны. Именно в том слое. Ни выше, ни ниже. Среди мамонтовых костей, в общем, можно сказать, да? Вот. Ну, скорее всего, мне кажется, вода все-таки была высокой во время обитания вот этого животного. И дата может быть даже больше, чем мы рассчитываем. Может уйти даже, скорее всего, за предел. Но судя по как он, насколько он похож на ископаемый, то он не настолько, мне кажется, древний. Кости по его фасилизации, то я не сказал бы, что он настолько древний. Ну, за предел, да, 50 тысяч. Возможно, мне кажется, он моложе. А вот эта пленка защищает, да, экспонат? Эта пленка, да, защищает. У нас большинство экспонатов обернуты в такие пленки, но эта пленка в основном намотана для того, чтобы сохранить зубы. Они выпадают отсюда, с нижней челюсти, поэтому вот именно поэтому я вами не вскрываю его, чтобы ненароком не потерять зуб. И долго ждать анализа по датировке? Ну, анализ по датировке у нас делается в Новосибирске, в таком устройстве, называемом МИКАДОС, радиоуглеродный анализ. Ну, все зависит от того, насколько загруженность у них большая, так как, возможно, очередь будет большой, поэтому не знаю. Что подготовка к датированию сама по себе занимает где-то
от 2 недель. Это зависит от, конечно же, профессионализма людей, которые занимаются очищением материала, образца. Вот. Ну, скорее всего, месяц-два, может больше. Но будем рассчитывать на такое время. Это очень интеллектуальные млекопитающие. Ну да, интеллектуальные, как и в принципе дельфины, естественно, скорее всего уступают, но как и касатки, тоже достаточно тактичные животные, тоже обитают группами. И так как у них вот лоб и основное оружие, и хвост, они вот могут покалечить, например, в воде даже человек, если ударят, да, это, естественно, очень опасно, там все уже. И известны случаи, да, нападения на тюленей, на крупных таких млекопитающих, в принципе, но они в основном специализируются на рыбе. Семейство нарваловых, всем известный такой единорог, скажем так, да, кит-единорог называют иногда его. Тоже достаточно крупное млекопитающее, и вот как раз таки белуха тоже вот из этого семейства, они в принципе похожи, просто вот у белухи нет рога, и он белый. А нарвал он, как мы знаем, такой серый, с пятнами, да, бывает. Ну и с рогом, соответственно. И по-моему, если я не ошибаюсь, потому что я много информации о белухе еще не читал, и про нарвалов тоже, по-моему, нарвалы чуть покрупнее будут, чем белухи.